есімім Гүлнара, мен Яруль, өзім Қазаннан IT технологиядан оқыдым, эшлейм IT проектларда, һәм менә бу штабның координатор булам. Сезнең өчен чатлар ясадык, беләсез инде, татары, башкиры, студенческий чат, анда бөтен безнең мероприятиялар булган, анда анонслар чыга. Һәм сез дә үзегез менә кичә егетләр Рөстәм белән Камил кешеләрне җыйды Мәскәү көненә. Шулай ук сез дә кешеләрне чакыра аласыз. Этот чат только для вас. Вы также можете приглашать других людей на свои же мероприятия или просто куда-то пойти так же вместе, как и вчера вот парни сделали. Спасибо большое за активность, Рустем, Камиль, то, что вы так собираете людей, также активничаете. Шулаюк, если есть какие-то предложения по штабу и какие-то интересные спикеры или еще кто-то там хочет обсудить какую-то тему, пишите предложения, можете ко мне лично подойти, мы только за. Эта площадка специально для вас. И так же, как сказал Рустам Фаизович, для общения, знакомства, для того, чтобы вы разговаривали на татарском языке и не забывали свой родной язык. И мы также стараемся подбирать для вас очень интересных спикеров. Юлиана Артемьева, это клинический психолог из 3-го меда. Она нам сегодня расскажет интересную тему про мотивацию. Мне кажется, это сейчас очень актуально. Все думают, к чему идти, да, и что мне за это там будет. А как раз и Юлиана сегодня с интересной темой. Давайте поприветствуем. Я клинический психолог Юлиана. Я очень долго выбирала на самом деле тему и решила, что самая крутая тема... Боже, на меня столько людей смотрит. Самая классная тема — это разобраться, зачем мы вообще здесь сегодня. Это с нашей мотивацией. У каждого из нас есть какие-то цели, и мотивация — это та энергия, которая заставляет нас добиваться того, чего мы хотим. И сегодня я бы хотела рассказать, опираясь и на физиологию, и на психологию, о том, как правильно строить вообще путь к цели и как ее добиваться. Все, наверное, знают Ивана Павловича Павлова, точнее, Петровича Павлова. И давайте я вам зачитаю для начала о том, что вообще про цель, что он пишет. Человеческая жизнь состоит в преследовании всевозможных целей, высоких, низких, важных, пустых и так далее. Причем применяются все степени человеческой энергии, и не существует никакого постоянного соотношения между затрачиваемой энергией и важностью цели. Сплошь и рядом на совершенно пустые цели тратится огромная энергия и наоборот. Тоже наблюдается в отдельном человеке. Здесь он говорит о том, что неважно, насколько большая у вас цель или маленькая, на нее всегда тратится одна и та же энергия. И мне кажется, это очень важно знать, потому что часто мы можем тратить энергию на такие вещи, которые для нас являются на самом деле не такими важными. В итоге под конец дня, делая какие-то простые дела, выполняя какие-то такие простые действия, мы тратим ту же энергию, которую мы могли бы потратить на то, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте. Поэтому, что важно вообще, проводились исследования и выявили, что на самом деле является самым важным для того, чтобы правильно ставить цели и достигать ее. Потому что мы все знакомы с прокрастинацией, и очень часто мы можем мотаться просто, изматывать свою энергию на тех вещах, которые мы действительно, которые нам не приносят никакую пользу. Мы делаем вид, что мы что-то делаем для себя и успокаиваем, типа, я вообще-то сегодня там что-то поделал, но на самом деле к тому, что к той цели, которую я хочу на самом деле, я не пришел даже ни на шаг. Первое, что нужно делать, это ставить постановка цели. Нужно очень четко ставить цель определенную, и нужно понять, что цель не может быть никогда внешней. Цель всегда это в нашем ощущении. То есть, если кто-то, допустим, будем говорить, если о деньгах, то заработать сколько-то там миллионов рублей, это не может быть целью. Просто потому, что наш мозг воспринимает деньги как какие-то бумажки.
нужно думать о том, а для чего мне нужны эти деньги. То есть какое я ощущение получу. Я поеду, например, в путешествие или еще как-то, может быть, открою какой-то свой бизнес, где я буду проявляться каким-то образом, и какое я ощущение от этого получу. Поэтому первое, что важно запомнить, это нужно четко ставить цель. Есть такое упражнение очень классное. На протяжении некоторого времени каждый день выписывать 10 целей, которые вы хотите. Каждый день, не подглядывая, записывать эти 10 целей. И со временем можно увидеть такую тенденцию, что некоторые цели, они будут забываться, меняться на другие, а некоторые будут дополняться и приобретать четкость некоторую. Может быть, какие-то детали будут появляться. Это вот именно те цели, о которых вы мечтаете. Это настоящие истинные цели, а это значит, что это ваш внутренний потенциал. Следующее. Четкое и конкретное. Ну, вот, например, давайте представим, что мы приходим в магазин, и у нас нет списка продуктов, которые нам нужно купить, и мы даже не думали о том, что нам вообще необходимо. Мы просто приходим в магазин и начинаем скупать все подряд, и потом обнаруживаем, что вообще и приготовить ничего не можем, потому что мы как-то не кооперировали, что с чем мы будем есть, что мы будем готовить, и не составляли плана. Поэтому получается какая-то белиберда. Следующая цель обязательно должна быть реалистичная, но при этом, как уже было сказано, она должна быть выше того, что вы можете думать, что нет такого, что невозможно. Раньше и самолеты, например, были невозможными. Поэтому цель должна быть такая, которая вот у вас прям откликается в душе, даже если она кажется окружающим очень невероятной и огромной, то все равно следует ее ставить и думать о том, что она возможна. Дедлайн. Это очень интересная, между прочим, штука. Дедлайны. Дедлайн, все знают, что это такое. В общем, нужно ставить, какой-то определенный, на какую-то цель определенный срок. То есть, допустим, у меня есть вот такая-то цель, и я хочу ее исполнить до такого-то числа, до такого-то там месяца, до такого-то времени. Это очень важно, и даже проводились исследования, и даже депрессии таким образом сходили на нет. Поэтому это очень круто. Насколько это понятно? Да, кстати, система SMART, она вот как раз основана на этом. Также очень классная книга по этому поводу есть Алана Пиза «Ответ» она называется. Так, для какого состояния я это хочу, всегда нужно расписывать. То есть есть цель, какая у меня цель и для какого состояния я хочу. Всегда это нужно расписывать. Несколько целей должно быть, это я тоже уже сказала, потому что когда мы ставим одну цель, у нас может включаться такой страх и страх, который будет говорить, а я вот эту цель выполню, и что я потом буду делать, и человек не любит неопределенности, поэтому он будет думать, вот, я всю жизнь буду идти к этой цели. Поэтому нужно ставить несколько целей, и выполнив одну, я знаю, что у меня есть дальше. Тогда мы имеем определенность и имеем вот какую-то на будущее какое-то занятие. Чтобы цель чувствовалась как реалистичная, очень важно тоже записывать, что я для нее должен сделать. Это задачи, и их очень классно будет разделять на подзадачи и по приоритетности. Также долгосрочные или недолгосрочные, чтобы у нас было понятно, в принципе, когда я могу время тратить на эту задачу, когда на эту. Также, когда мы записываем задачи, мы знаем, что нам нужно делать. У нас уходит тревожность, во-первых. Во-вторых, мы тратим меньше времени. В принципе, трата времени и меньше энергии тратим. И необъяснимым способом, на самом деле объяснимым, у нас лучше простраиваются личные границы. Это очень интересно, потому что когда у нас есть список задач, мы знаем, что типа вот это у меня сейчас в приоритете, а вот там пойти и помочь передвигать диван, мне сейчас просто некогда. Поэтому я откажу в этом. Дальше.
И также это конкретизация. Когда мы ставим задачи, это конкретизация, и галочка в выполнении задачи, она очень сильно... Выброс дофамина у нас идет, когда у нас стоит галочка о выполненной задаче. Играйте с числами. Это как раз из книги Алана Пиза. Есть кто читал вообще эту книжку? Класс. Но она очень классная, я советую вам прочитать. Играйте с числами, выявляйте статистику успехов. Это как раз про бизнес, можно сказать. Выявляйте статистику своих успехов, потому что каждый раз мы можем сталкиваться с тем, что у нас не получается или получается. И вот эти моменты, когда не получаются, может казаться, что типа все, я дальше ничего не могу, я там не очень хорошо выступила и так далее. Но если вы будете составлять статистику, вот типа сегодня меня похвалили, завтра меня не похвалили, послезавтра там опять снова очень классно выступил, вы будете знать, что у вас есть определенная статистика, и то есть есть моменты, когда я это очень классно сделал, и есть за что держаться. Мотивация тогда будет держаться на уровне и не будет исчезать. Следующее. Окружение. Окружение очень тоже значительная вещь, и я тоже здесь не просто так, потому что когда мы находим единомышленников, это очень сильно помогает укреплять наш вектор к цели. То есть, если у нас есть какая-то цель, и мы находим единомышленников, которые тоже стремятся что-то делать, что-то новое создавать, то создается ощущение, что больше, скажем, ничего не сбивает. И единомышленники в этом помогают очень хорошо. Чтобы у нас выделялся дофамин, потому что за мотивацию отвечает у нас дофамин, нам необходимо сохранять определенную энергию, насыщенность жизни, чтобы у нас была, потому что иначе просто наша мотивация, она не будет работать. Если мы чего-то хотим, и у нас нет настроения к этому, то ничего не получится. Поэтому также очень важно, например, писать списки того, что вы в принципе хотите. Это может быть бесконечные списки, состоящие из простых каких-то дел, там покататься на конях среди гортензий из моих последних, или там еще что-нибудь, ну вот такие мелочи, или там съесть какой-то сыр очень классный, или ну вообще все что угодно. Это нужно писать, и тогда, между прочим, в психологии финансов это очень хорошо работает. Тогда у нас есть мотивация зарабатывать деньги, потому что мы знаем, что вообще-то у нас есть классные хотелки, которые мы хотим исполнить, которые мы хотим, чтобы они у нас были, и тогда у нас есть мотивация зарабатывать деньги, потому что, еще раз повторю, зарабатывать, деньги как цель, она не работает. Дальше. Если в какой-то момент у вас происходит спад, и вы чувствуете, что, прям вообще что-то ничего не получается, ничего не хочется и так далее, посмотрите, во-первых, нужно смотреть на свое состояние, гормоны и так далее. Например, сейчас наступает осень, и я бы всем рекомендовала закупиться витамином D, потому что он очень классно сказывается, если его нет особенно, будет не очень хорошо. И вот, если мы попадаем в какую-то такую прокрастинацию, нужно подумать о том, какая у нас есть вторичная выгода от этого. Почему что у меня есть от того, что я сейчас ничего не делаю. И вот этот вопрос, кстати, можно задавать вообще по поводу всего и чего угодно, и это очень классно работает. Потому что если мы что-то не делаем, или если у нас что-то плохо получается, мы никак не получается сделать так как-то по-другому, как мы хотим, нужно задавать, почему я делаю так, а не иначе. Значит, у меня есть какая-то выгода. Не знаю. Не знаю, честно говоря, немножко я растерялась, не знаю, какой придумать пример. Может быть, у кого-нибудь есть? Иногда можно полежать в кровати и не корить себя, а говорить: выгода, я отдыхаю, мне хорошо. Это правильно, и это тоже будет насыщение, дофамины даже могут быть от этого. Кажется, и все, что вам нужно знать, чтобы завоевать Москву. Вообще, чем занимается клинический психолог? Вопросами, скажем, связанными не только с психикой, но и с физиологией. То есть мы изучаем анатомию, физиологию, гормональные сбои, как могут на нас влиять и так далее.
Ну, то есть вообще спектр наших клиентов и, ну, очень обширен. Это наркоманы, алкоголики, люди с разными отклонениями, ну и здоровые люди. Естественно, я сейчас как раз повышаю квалификацию по КПТ, может быть, тоже кто-то знает. И так что все люди, мне кажется, которые есть, имеют к этому какое-то отношение и могут обращаться, если что. Лень включается тогда, когда у тебя есть цель, которая на самом деле не твоя. Это вот действительно так, потому что, а зачем что-то делать, если эта цель не моя? И она внутренне тоже будет ощущаться, потому что организм прекрасно знает, что я тогда не получу дофамина, давай я просто посижу. Вот, и очень классно работает вот эта техника, методика записывать по 10 целей, тогда у нас определяется истинная цель. На протяжении долгого времени она вот формируется. Это очень классно, на самом деле. Я сама проверяла не раз. Информации на этот счет, конечно, очень много. Но вот я сказала, что первое — это вот Павлов, там 6 страниц, и там шикарно все просто описано. И очень классно тоже Алан Пис, который я уже сказала, книга «Ответ». Ой, какие еще есть? Еще есть мотивационная психология. Кто? Это очень много авторов. Ты можешь загуглить и посмотреть, кто там вообще этим занимается. Очень много всего. Разрешите представиться сегодня. Меня зовут Максим. Вот. И хотел с чего начать. Во-первых, когда вот Юлиана выступала, вспомнил, что когда-то я долгое время работал за границей, в Европе, и начинал я с гида трансфермена. Наверное, все были в Турции. Вас все встречали, принимающая сторона. И когда мы начинали наш трансфер по скрипту, по нашей речи, мы всегда должны были по местным традициям, все наверняка это слышали, там в туннели заезжаете, там вот эти ангелочки, бабочки и так далее, тому подобное, хлопаем. Все, чтобы поездка должна была пройти хорошо, безупречно, аплодировали главному герою автобуса, чтобы он получил одобрение. Сегодня наш главный герой автобуса — это Юлиана, поэтому давайте еще раз ей поаплодируем. Есть важный нюанс, она об этом не сказала, она выступала сегодня первый раз. Как вам ее выступление? Конечно. Спасибо. Вот. О чем хотел рассказать. Татарский деловой клуб «Акбарс». Мы существуем уже 20 лет, разные времена, разные периоды, разные эпохи. Несколько раз он трансформировался. Сейчас мы дошли до статуса закрытого делового сообщества. У нас ребята собственники малого и среднего бизнеса. Мужчины, естественно, все соблюдающие. В основном светские. Никакого алкоголя, табака в операционке, во владении бизнеса не может быть. То есть у нас столы безалкогольные на встречах. Есть деловой сектор, есть социальный. Социальный, как раз таки мы взаимодействуем достаточно таки хорошо и дружим давно со штабом татар. Приглашаем спикеров, приглашаем ребят на наши мероприятия. Вот. Гурмляра мне постоянно приводит толпу на все наши мероприятия, на ифтары, на шатры Рамадана. Мы, кстати говоря, 3-й год подряд выставляем. Все знают, да? Ураза, Рамадан. Шатры на Поклонной горе, правильно? Да. Вот, может быть, кто-то там был, мы постоянно их выставляем. Как раз таки отдаем свой социальный долг обществу. Наша ключевая миссия, в том числе, если поговорить про социальные аспекты, это помогать молодежи. Как раз таки, почему мы сегодня пригласили Юлиану, приглашаем ребят, периодически спикеров по воскресеньям, чтобы наставить и мотивировать студентов на светлое будущее. У нас были свои гранты, свои наставничества студенческие. Мы сейчас выкупаем в рассрочку большой социальный проект. Может быть, кто-то, поднимите, пожалуйста, руку, кто-то слышал? МРОМ инициатива в Сокольниках. МРОМ инициатива. Большой социальный проект, найдите информацию, почитайте. Его организовали наши ребята. Помещение с кучей назначений. Место религиозная общественная мусульманская организация. Ее организовал Артур Ахмеджанов и Ильдар Шарипов, наши друзья, наши участники, люди с большим статусом и опытом. Поэтому, Ильдар к нам приходил, кстати. Да.
Обратите внимание, переходите туда, там также проходят молодежные студенческие вечера. Свяжитесь с ними, познакомлю, кому нужно, спросите, дам контакт. Информацию я могу скинуть также в чат. Да. Про социальные аспекты. Из последнего. На этой неделе мы ездили в военный клинический госпиталь Бурденко на Бауманке. Нашим участникам специальной военной операции, которые вернулись с фронта, лежат на восстановлении, на реабилитации, раненые. Мы отвозили больше 100 пакетов садака, продуктов, потому что ребятам нужно помогать военным, которые участвуют в специальной военной операции. Поддерживать их моральный дух. Мы делаем большое дело, благодаря вам в том числе. Есть у нас деловой аспект, у нас куча разных форматов проходит постоянно. У нас есть деловые миссии, мы летали в Казахстан, ездили, смотрели экономический, инвестиционно привлекательный климат Республики Алтай. Потому что наша позиция, что все-таки нужно подсвечивать свои регионы и ребятам помогать в плане бизнеса, указывая и направляя их в нужные моменты, касаемо их деятельности, чтобы они могли перепрофилироваться. Все мы знаем, что достаточно-таки все быстро меняется. Происходит куча внутренних, внешних обстоятельств, как-то так. Есть мероприятия со спикерами, есть открытые, есть закрытые, на которых вы сегодня участвуете. Вот. Деловой сегмент клуба у нас существует для того, чтобы люди, которые помогают нам, мы существуем на свои деньги, на частные. Ребята у нас сами сбрасываются, у нас есть взносовая система. Для того, чтобы люди, которые отдают, а мы отдаем 50-70% в социальный фонд ежегодно, благотворительно отчисляем. Деловая сфера клуба направлена как раз таки на то, чтобы люди, которые отдают, они и получали. Поэтому, ребят, я вам желаю, чтобы у вас всегда был win-to-win, и когда вы отдаете, вы получали, также стоял знак равно. И по поводу книги. Если Юлиана отошла, я бы хотел немножко дополнить 5 своих ишпачмаков в ее копилочку. Вот. И сказать, что моя любимая книга, на самом деле, которая меня тронула, поскольку вы только в начале своего жизненного пути, почитайте, пожалуйста, обратите внимание, Рэнди Пауш, «Последняя лекция». Книга бомба, честно. Это моя любимая. Это у меня в списке топ-1. Она и грустная, но крутая, с точки зрения мотивации. «Последняя лекция» называется потому, что ее написал профессор, и он начал ее писать, когда он узнал, что у него онкология. Вот. И все профессора, они в конце своего жизненного пути или карьерного пути собирают в институте последнюю лекцию, коллег, с кем так или иначе сталкивались люди в ходе своей карьеры, построения своего личного пути развития, как я уже сказал, в жизни, да, и читают им лекцию. И вот, незадолго до своей, к сожалению, смерти, он читает эту последнюю лекцию. Я вам искренне советую, всем очень понравится. Поскольку вы сейчас получаете много информации, впитываете все как чистый сосуд, вам зайдет. Еще раз всем благодарю. Давайте. Хорошего вам вечера. Если что, подходите, обращайтесь.
Tanrı'na koldan vurayım, düşmanlar gülmesinler. Gile yava, iyileşken bir bulur. Uçar kanatları, uzaklarmaz iyileşken. Gile yava, iyileşken bir bulur. Uçar kanatları, uzaklarmaz iyileşken. Uçar kanatları, uzaklarmaz iyileşken.